Селям алейкум, дорогие телезрители. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР программа «Крымский вопрос», которую вы также можете смотреть на телеканале «Эспрессо». Наш сегодняшний гость – председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Селям алейкум, Рифат. Хайрлан Шамнар. Рифат Чубаров не случайно у нас сегодня в студии, потому что очень много событий, которые требуют именно его комментариев, его оценок. Недавно прошел, буквально в эти выходные, прошел очередной исполком, или очередное заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар, куда съехались представители из разных стран, где проживают крымско-татарские диаспоры. Что было? Вкратце расскажите, что обсуждали, что решали, к чему пришли и что наметили. Ну, как уже все знают, и очень хорошо об этом уже осведомлена и крымско-татарская общественность, и украинская. Один раз, два с половиной месяца мы проводим заседание исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. 24 члена исполнительного совета, которые представляют определенные страны, ну, в частности, из Украины, включая Крым, 5 человек, по трое Румыния, Турция и так далее. Эти заседания мы проводим в разных странах. Сейчас мы провели в Киеве. Один день нашей работы, в субботу прошедшую, мы посмотрели наши планы на ближайшие месяцы. Одним из таких значимых мероприятий, которым мы уделили достаточно внимания, это такая международная подписная кампания, суть которой направлена на то, чтобы максимально сделать слышимым крымских татар, узнаваемым крымскую проблему и узнаваемым Россию, страну-агрессора. Где-то с середины февраля, буквально после 10 февраля этого года и до 24 мая этого года во всех странах будет проведена эта подписная кампания. Там будет определенный текст с требованиями. Каждый, кто присоединится к этой кампании, имеет возможность указать свою фамилию, страну, гражданство, которое он имеет, и подписаться под этой петицией. Мы планируем собрать 1 000 000 подписей. Они будут направлены в несколько ведущих международных организаций. Это ООН, наверное, Организация ПАСЕ. Объединенных Наций, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ. Все это будет, конечно, сопровождаться определенным информационным освещением, и наши люди об этом будут знать. Кроме того, мы посмотрели ряд вопросов, которые, ну, скажем так, очень актуальны для наших соотечественников, которые были вынуждены покинуть Крым, или их просто выкинули из Крыма на материковую Украину. Речь идет о некоторых социальных объектах на территории Херсонской области, строительство джами, оказание помощи нашим соотечественникам. И здесь мы тоже предприняли ряд таких решений. И вы знаете, мы на второй, и в этот же день... Да, об этом я хотел чуть позже спросить. Да, и в этот день поздно вечером члены Меджлиса крымско-татарского народа, все те, которые на материке, и члены Всемирного конгресса крымско-татар, мы выехали в рабочую поездку по Херсонской области. Я о ней подробно еще чуть попозже расспрошу. Что за петиция? Что будет в ее тексте? Это будет обращение, в котором будет содержаться как бы ситуация в Крыму, те преследования, которые там происходят. Что там будет вообще? За что будут люди подписываться? Сейчас над текстом идет работа, есть несколько черновых вариантов. Речь идет о том, чтобы просто все те, кто присоединится к этой кампании, и те, кто получит эти подписные листы с текстом, чтобы они все одинаково осознавали о том, что источник всех бедствий и несчастий, всех преступлений, трагедий, которые совершаются на территории оккупированного Крыма с крымско-татарским народом, это есть путиновская Россия. И международная общественность в лице межгосударственных вот этих объединений, как, например, Организация Объединенных Наций, они должны осознавать свою ответственность. Все те действия, которые предпринимаются, чтобы остановить агрессора российского, чтобы уменьшить репрессии
они, возможно, и нужны, но они недостаточны, а более того, они поощряют агрессора. Ну, естественно, мы там так долго все это и То есть там длинно будет, там будет и записывать не призыв будем. к новым санкциям тоже. Речь будет идти о деоккупации Крыма, о интеграции Крыма в в Украину, возвращении Крыма. И речь будет идти о более эффективных методах воздействия на Россию. Это адресовано и властям Украины тоже, и будут собираться подписи и в Украине, и властям западных стран, насколько понятно. Мы будем собирать подписи прежде всего в тех странах, где ощутимое представительство крымстатар диаспора. Ну, это Польша, Румыния, Да, Турция. Но мы проводим переговоры с организациями украинской диаспоры. В принципе, это будет проект, в котором мы рассчитываем на существенную помощь организации украинской Да, диаспоры. без них будет сложно Да. справиться в некоторых странах особенно. Ну, Ну, скажем, такие Аргентина, США, Бразилия, там, да. И поэтому мы постараемся сделать так, чтобы подписи были представлены с подавляющего такого количества государств. После того, как закончился исполком, вы с членами Меджлиса, как вы сказали, уже поехали в Генический район Херсонской области. Ну, как можно коротко сказать, на Чингар. Это самая крайняя точка, где вы тоже там были, да? На Чангаре были, конечно. Из чего состояла эта поездка, с кем встречались? Ну, вы знаете, что наиболее компактно крымские татары, ну, плотно, если говорить о плотности, да, представлены в Херсонской области, в Геническом районе. По разным данным статистическим до 10 тысяч человек. В районе? Да, в Херсонской области. Да, но из них основное количество в районе. Ну, так наша жизнь выстраивалась последние 23 года до оккупации, и так она продолжается уже после оккупации, когда у наших соотечественников возникают проблемы или такого вот уровня коллективных прав, или индивидуальных, они, как правило, обращаются в Меджлис, они тогда вспоминают о Меджлисе. И, как и ранее, мы максимально прилагаем усилия, чтобы наши соотечественники самоорганизовывались для того, чтобы преодолевать те или иные препятствия, которые перед ними возникают, или, наоборот, решать те задачи, которые они считают для себя очень важными. Поэтому в 2015 году в Херсонской области были проведены выборы членов местных меджлисов по той же самой системе, как мы их проводили в Крыму. Были обновлены все меджлисы. И для нас очень важно теперь, чтобы они организовали эффективно свою работу. И время от времени мы выезжаем вот в эти места и встречаемся с людьми. Первый день, когда мы приехали, в субботу, буквально прямо с поезда, положили вещи в гостиницу и отправились по собраниям. Мы были в Счастливцево, мы были на Чонгаре, мы были на Новоалексеевке. Это были клубы или палатки на Чонгаре, где мы встречались с людьми. Они нам говорили все и приятное, и нелицеприятное. Часть из тех проблем, которые перед нами были поставлены, мы взяли для решения на себя. Часть мы им объяснили, что они могут это эффективно их решить. Для этого необходимо объединиться. Более важно, может, было то, что мы второй день, не более важным, а тоже очень важным было то, что во второй день мы уже с людьми встречались в составе с председателем Херсонской областной администрации. Он приехал туда? Да, он приехал, да. У нас уже второй день, уже была совместная программа. Мы провели такой круглый стол, скажем, с представителями всех органов местного самоуправления, председатель сельских советов, поселковых, районная администрация, районный совет, ну и, естественно, сам председатель областной администрации, члены Меджлиса. Мы это сделали без прессы. Мы в лицо друг другу сказали все то, что желательно говорить лицо, а не за спиной. То есть это все то, что было неприятно друг другу слушать. Но мы в самом начале сделали такое вступление, что все то, что мы сейчас проводим,
это ради того, чтобы достигнуть одного явления эффективного – взаимодействия. Мы ставим своей целью эффективно взаимодействовать друг с другом. Если мы научимся и сможем это делать, то тогда все то, о чем мы сейчас будем говорить здесь в последующем, то оно все будет решаемо. И перешли вот к этим вещам. Были очень бурные дискуссии, обиды были, но мне кажется, что мы в конце уже, когда подводили итоги за чашкой кофе, скажем так, мы уже, по-моему, все поняли друг от друга. Я не думаю, что все оттуда ушли, согласившись с доводами своих визави, я не хочу называть оппонентами. Я думаю, что Тулупов, мэр Генического, кое-чем со мной не согласился там, или там председатель там, Стрелкова сельского совета не согласился с председателем регионального меджлиса Ленуром Люмановым. Но то, что мы говорили об этих проблемах и объясняли свои доводы, это уже было хорошо. И буквально, я думаю, через 2-3 месяца мы видим, как ряд этих долго нерешаемых таких вот форм взаимоотношений, они будут преодолены. Я, чтобы не делать секреты, и, меня иногда упрекают, что я чересчур бываю дипломатичным. Бываете. Смотрите, есть такой орган общественного такого участия в органах местного самоуправления, как исполком. Количество членов исполкома все отдано на откуп депутатам и главе. В Геническом мы предложили, чтобы в состав исполкома включили председателя городского меджлиса, прекрасный профессионал, женщина, выросла там, которая была бы своего рода таким коммуникатором между крымско-татарской громадой, исполкомом, властью. Депутаты не проголосовали за это. И, в общем-то, с моей точки зрения, мэр города Тулупов тоже мало что для этого сделал. Когда мы озвучили эту проблему, нам начали подсчитывать, какой же процент крымских татар в этом городе. Как же не стыдно. И нужно ли здесь представительство. Ну, естественно, другой наш член меджлиса сказал: стоп, мы это уже проходили в Крыму. И какая ситуация в Крыму сегодня, никто туда пришел, и почему, и какими факторами он воспользовался, вы тоже знаете. Но как же вы сейчас будете подсчитывать, что 400 крымских татар живет в городе? Это хорошая, то есть это достаточная цифра или недостаточно, чтобы иметь... То есть, вы понимаете, орган, где можно включить любое количество представителей общественности. Там если бы я был бы там мэром, если я был бы мэром, может быть, я его сделал бы в составе 50 человек, этот исполком, и, может быть, каждая улица бы представительствовала. Но такие моменты, но были, конечно, более серьезные разговоры, что для того, чтобы, если мы сможем реализовать проект строительства жилья для тех крымских татар, которых выкинули из Крыма, которые были вынуждены покинуть Крым, потому что по отношению к ним есть реальная угроза их жизни, безопасности, то для этого жилья необходимо выделение земельных участков. Ну и другие вопросы мы обговаривали. Еще глава администрации потом в интервью где-то сказал, что благодаря крымским татарам получены деньги районам там на школу, на еще что-то. Давайте так. Это государственные деньги, это бюджет, но, естественно, мы работали на то, чтобы часть денег, которые были выделены на обустройство крымских татар, они были направлены непосредственно в Генический район. Вы знаете, в Крым они не могут быть направлены, пока Крым находится под оккупацией. И нам продемонстрировали то оборудование, которое было закуплено на эти ресурсы. Я хочу сказать, что это было наглядное демонстрирование того, что когда люди, представители разных таких социальных или этнических групп работают вместе синхронно, то эффект, конечно, значительный. Я хочу сказать, что 1 900 000 гривен вот по этой программе было направлено на здравоохранение района. Нам показали то оборудование, которое закупили центральную больницу Геническая. Она сегодня просто вырвала самую лучшую... В общем, это всем будет, не только крымским татарам, а всем местным жителям. Разумеется. Я как раз на собрании говорил, видите, она идет по программе Крым-татар, но она в данном случае, это помощь непосредственно всем потенциальным больным вот этого района. Или там
миллион гривен было отправлено на сферы образования, школы, детские сады. Нам показали то оборудование, которое закупили для ряда школ. Ну, также на соцкультбыт. И район на самом деле не богатый, мягко так скажем. Ну, по крайней мере, по бюджетам не богатый, поэтому это все-таки действительно Ну, нормальная если честно помощь для говорить, людей. район сам по себе очень высокопотенциальный с точки Не, я зрения не говорю про экономической. ситуацию, а не про да, потенциал, бюджет да. бедный, но район сам может быть очень богатым. Для этого, я думаю, что... И мы, вот как раз мы, в принципе, об этом и говорили. Власть должна очень эффективно работать со всеми, кто живет в этом районе. Ну, об этом я признателен подчеркивал и Гордеев. Но потом, знаете, есть некоторые вещи, когда председатели местных советов или лукавят, или они на самом деле просто еще как бы не подтянулись до того уровня, который мы всеми прошли, да пусть и по несчастью, за последние вот уже 3 года. Ну, там очень много советского, скажем так. Очень много. Да. Ну, допустим, один из них говорит, ну, подождите, ну, вот вы говорите представительство, вот председатель Меджлиса, а вот если я возьму какого-то из другого, вот, крымского татарина, который, на мой взгляд, более подготовлен для этой работы, я говорю, вы можете высказать все, что угодно с точки зрения, ну, может быть, у вас может быть несогласие с той кандидатурой, которая вам предложена Меджлисом, вы аргументируете, а Меджлис обязательно пересмотрит и даст вам другую кандидатуру, которая с их точки зрения более, ну, скажем так, авторитетна в этом сообществе. Но здесь председатель же продолжает, говорит, а почему Меджлис? Но тогда В общем, это как вы себя в Крыму вспомнили, да, Потом, наверное? да, выступает год другой, три назад, другой член 4. Меджлиса, говорит, да, в конце концов, почитайте постановление Верховной Рады Украины. И для себя уточните, что Меджлис признан Верховной Радой Украины в качестве высшего представительного органа Валерий крымтатар. Фатагар, вот учитывая то, из кого там во многом состоят органы местного самоуправления и местной власти, не самый последний вопрос, а может быть даже и первый вопрос про обороноспособность. И о том, что там, какие войска там находятся и насколько там вообще граница. Ведь все может быть. Мы вернемся еще к Авдеевке, но все может быть и там. Вы же были в батальоне, наверняка встречались с крымстарскими ребятами. Да, конечно, я не являюсь, вот, не вхожу в сферу тех лиц, которые полностью владеют информацией или управляют в сфере обороноспособности, и тем более это, ну, вряд ли могло бы быть обсуждено с экранов телевидения, но все прекрасно понимают о том, что что ситуация с обороноспособностью, начиная просто от организации вот в низовых воинских подразделениях, духа солдат, отношений между военнослужащими и местным населением и завершая, в общем-то, высшим военным управлением, все это должно быть кардинально изменено, иначе все может повториться, то, что было в 2014 году в Крыму. Но то, что даже я вижу, как человек крайне не военный, вот те изменения, которые наблюдаются на территории Херсонской области, ну, это говорит о том, что командование уделяет этому, да, ну, по крайней мере, внимание уделяется. То, что касается гражданского объединения «Аскер», мы встречались с ними, мы обсуждали с ними. Я надеюсь, что те действия, которые мы предприняли после неделю назад встречи с министром обороны, я надеюсь, что в этот раз они приведут к более таким конкретным результатам. И, наконец-то, те молодые люди, которые хотят себя посвятить военному делу, защите своего государства, и в результате всего этого возвращения в Крым, я думаю, что они найдут достойное применение. Ну, в общем, да, давно пора, потому что, тем более, там еще призыв насильственный происходит в российскую армию в Крыму, как мы знаем. К сожалению, с 2017 года все молодые ребята, проживающие в Крыму и подлежащие призыву, независимо от их желаний и зачастую насильственному призыву, и вопреки конвенции об оккупированных территориях, вопреки конвенции, да, об оккупированных территориях, они будут не только призываться в российскую оккупационную, но и отправляться в любой регион. Отправляться в любой регион России. И поэтому здесь уже среди родителей, конечно, вот это беспокойство за будущее своих детей возросло неимоверно. Не, ну даже представить то, что, например, житель Крыма, крымский татарин может оказаться в Сирии, например, совершенно спокойно, да, по приказу командования, и может оказаться на Донбассе, и может оказаться под той же Авдеевкой, в Донецке. Там же... Конечно, это отдельная сфера, все это, но не только ничего не изменилось со времени, скажем так, еще Российской империи, потом СССР,
Но при Путине эта политика, она наоборот делается еще более осознанно и иезуитской такой форме. Теперь будут стараться, я не знаю, дагестанцев, чеченцев направлять на территорию Украины, в Крым, убивать здесь людей. Крымских юношей, призванных в армию, будут пытаться направлять на Кавказ или в Бурятию или в Якутию, чтобы подавлять там свободы. Башкир будут направлять еще на какие-то территории. Это политика Москвы. Но поэтому у Украины должен быть какой-то осознанный стратегический ответ на это, что касается крымских татар в том числе. Я думаю, что мы через некоторое время опубликуем, по крайней мере, те окна возможностей, извините за такой вот термин, который мы дадим молодым людям из Крыма, но все равно выбор будет за ними, за их родителями, потому что не гарантировать их безопасность там, конечно, не. Да, не указывать им, как поступать отсюда было бы неправильно, невозможно. Но дать возможности необходимо. Но предоставить то, что будет на материке, скажем, военные лицеи, военные училища, военные подразделения, для тех, кто хочет связать свою жизнь с военной службой, для тех, кто хочет избежать призыва в российскую армию. Заговорили об армии, конечно, нельзя не сказать и не спросить вашу точку зрения о том, что происходит сейчас, вот в данный момент на неподконтрольной территории Донбасса и бой, который идет, в общем-то, в районе Авдеевки сейчас. И из Донецка бьют грады из жилых кварталов, как это уже показано на видео. Отвечать им довольно сложно. Обстрел продолжается сегодня, вот и утром были обстрелы, и ночью были, и так далее. Что происходит? Вот ваша оценка. Но я здесь вот как раз не есть сторонником особых конспирологических таких размышлений о том, что вот состоялся разговор с Трампом, и Путин получил некое там молчаливое там, или публичное, или такой голос, какую-то там поддержку или еще что-то. Я думаю, что как раз все наоборот, и это все укладывается вот, собственно, в логику поведения Путина с его чекистским мышлением. Да, у него есть определенные ожидания от результата выборов, которые состоялись в Соединенных Штатах, от тех выборов, которые состоятся в этом году в некоторых европейских странах, скажем, Франции выборы президента, в Германии выборы парламента и канцлера. И Путин перед вот такими событиями, он пытается еще как бы усилить, укрепить свои позиции, с которых он будет вести с ними переговоры. Ну, увеличить капитализацию войны. Да. И поэтому он пытается продемонстрировать себя еще более таким бесшабашным, для которого будь какие призывы, заявления не имеют никакого, в общем-то, для него смысла. Он не реагирует на них, он действительно не реагирует. Мы вспомним, что только в прошлом году Европарламент принял 2 резолюции, очень конкретные, жесткие в отношении Крыма и по ситуации с положением крымских татар. И в этих резолюциях были и Ахтем Чийгоз, и Али Асанов, и Мустафа Дегерменджи, все политзаключенные были, и особые репрессии против крымских татар, мусульман, и необходимость и требования отмены запрета Меджлиса. Было, в конце концов, резолюция Организации Объединенных Наций. Нет, там все прямо сказано, конечно. Где было сказано, что Россия агрессор. Путин делает вид, что всего этого нет. Он, наоборот, усиливает войну. Он, знаете, это такое состояние решимости, демонстрируемая, которая базируется вот на отчаянии. Он сейчас, в общем-то, он ожидает для себя приемлемых изменений, но в то же время он же не исключает о том, что все может быть по-другому, и он в этот раз может не вывернуться. И поэтому он усиливает свою позицию, демонстрируя якобы решимость. Но он опасается того, что, может быть, ему придется действовать по-другому. Я это называю псевдорешимость накануне
паники и отчаяния. Ну, вообще, конечно, очень забавно наблюдать за тем, как российские аналитики, политики, какие они оды поют Трампу, какие на него возлагают надежды. Нет, Трамп, конечно, очень сложная политическая фигура, это мягко будет сказано, и в самой Америке он вызывает очень серьезные негативные реакции. Но просто, может быть, даже и смешно на это смотреть, как руководители, там, политики такой большой страны, как Россия, как за соломинку за него хватается. Почему? Ну, потому что, знаете, уже действия России, они уже не могут просто рассматриваться с точки зрения определенной правовой логики или тех правил, которые долго, очень долго, в послевоенный период выстраивались, а потом и соблюдались основными игроками. Пусть не в полной мере, но соблюдались, и поэтому мир избежал горячей войны. Теперь все это рухнуло после 2014 года. И рухнуло именно в связи с вторжением и оккупацией Крыма. И теперь с точки зрения вот российских интересов, с того, что вот все время подается с Кремля, и все пропагандисты обязаны обслуживать Кремль, положение путиновской России может измениться к лучшему исключительно из каких-то иррациональных подходов. Ну, подфартить, да. грубо говоря. Ну, подфартить или кого-то подкупить, или кого-то пошантажировать, кому-то показать интимные сцены, кому-то $1 миллион. Но Марин Ле Пен, это уже, она просто на подсосе у Кремля. Она в открытую берет Да, деньги, она в открытую берет, и вся Европа об этом знает. А в взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, по-моему, был запущен весь арсенал, начиная от хакерских атак и пользования различной информацией. Вот это настоящая гибридная война уже. Гибридная, и вы знаете, недавно ведущие разведывательные структуры Германии также сделали рапорт, в который высказали опасения о возможности прямого манипулирования. Ну вот сейчас выборы будут, когда в Германии? Все, ну то есть все-таки европейцы, может быть, и после выборов в Америке до них дошло все-таки, что реальное влияние может быть оказано. Смотрите, тоже. западные страны, и особенно вот страны, которые просто исторически и длительный период, вот уже после Второй мировой войны развития выступали всегда как последовательными союзниками, ну, скажем, Великобритания и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, Великобритания и Канада. Ну, здесь немножко сложнее там, где, скажем, Франция, там, да, но они всегда при всех погодах, если можно так сказать, они базировались на принципах. И даже те страны, которые каким-то образом бузили в силу разных каких-то обстоятельств, там где-то Греция, там экономические потрясения, там и постоянные вот эти многомиллиардные вливания со стороны ЕС, там где-то еще какие-то определенные процессы были там в Испании, Португалии, но никто не выходил за пределы вот этих принципов, которые были, ну, принципы они базировали, те, которые базировались на международном праве. Есть такой все. Да, а Россия не сможет теперь. Россия может возвратиться в эти нормы, но без Путина. Вот весь и парадокс, и вся проблема заключается в этом. Россия должна, может, и она будет возвращена в эти пределы. Но Путин не хочет туда возвратиться. Он пока хочет потому наоборот. что он там себя не видит. Он хочет, чтобы другие к этим стандартам, к его стандартам пришли. Стандартам. Он хочет, чтобы договорились о новых стандартах. Передел мира, и новые правила. Да, сфера влияния и раздельное управление сферами и совместное уже всеми глобальными процессами. Но на самом деле угроза серьезная и осязаемая вполне сейчас. Вы не дали, как вчера, во вторник, выступали на Майдане Независимости на митинге в защиту Эмиля Крубединова и других политзаключенных. Но акцентом был сделан именно на Эмиле, потому что он сейчас находится непосредственно под арестом. Вы там довольно интересные слова сказали о том, вообще, как можно повлиять на российскую власть, чтобы и преследования адвокатов прекратились, и вообще агрессивность ее была снижена и так далее. Мне кажется, что мало кто в Украине так прямо это говорит. Вы можете для наших телезрителей примерно повторить ваши тезисы, касающиеся сдерживания России? Ну, я не сказал ничего нового, кроме того, что... Для вас ничего нового. Да, я думаю, что и многие телезрители это знают. Дело в том, что главное то, чтобы все те, кто это осознает, необходимость ужесточения санкций,
Проблема, опять же, не в санкциях. Проблема в том, чтобы Россия возвратилась в нормы международного права. Ну а путь-то какой? Да, и сегодня уже нет ни одного лидера, который бы не осознали, что иным путем, чем принуждение, Путин к этим правилам и нормам международного права не возвратится. А принуждение невозможно, к сожалению, путем увещеваний, убеждений, диалога. Это все будет на втором этапе. Но первое принуждение как безысходность для того, кто затеял всю эту агрессию. Для этого у нас остается два эффективных метода, которые сегодня очевидны. Это использование банковской финансовой системы SWIFT, то есть исключить Россию из этой системы. Это серьезный, Просто на самом деле, выключить. удар по экономике российской. Все, кто, может быть, хотел бы узнать детально, что это такое, они могут обратиться в интернете. Есть очень много таких статей популярного характера. В современном мире ни одно государство не может долго эффективно управлять своей экономикой, если эта система на ее территории не работает. Тем более Россия, которая Да. завязана на экспорт очень сильно. И второе, это эмбарго на российские энергоносители. Это сложно. Ну, это как но Рейган когда-то. здесь мир должен... Нет, здесь мир, знаете, должен просто взвесить. Вот весы. Вот судьбы, цена миллионов, если не десятков и сотен миллионов человеческих жизней, это колоссальное разрушение целых континентов. Это все случай, если начнется горячая война. Если он продолжит дальше так же, ядерная да, война. да. Вот это плата, и может быть просто конец человеческой цивилизации. Вот это на этих весах. А здесь где-то может быть 50-60 миллиардов долларов совокупных. Ну пусть будет 100 миллиардов. Для того, чтобы у России хотя бы год не покупать энергоносители. Газ и нефть. Это большая бензоколонка или бензозаправка, или нефтезаправка, я не знаю, как ее называют эксперты. И она просто останется без денег. Речь не идет о том, чтобы доставить лишение миллионам и миллионам российских граждан. Речь идет о том, чтобы Путина поставить в положение, когда он, опасаясь просто расправы со стороны своих граждан, он вынужден будет выйти возвратиться на дорогу международного порядка. Я думаю, что на самом деле очень много людей на Западе, которые хотели бы, наоборот, умиротворить Путина, но так получилось, что партнер у них, в общем, не очень умиротворяемый. Это видно, как он ведет себя на Донбассе, как он ведет себя в Сирии. И, возможно, вот именно фактор вот этого, то, о чем вы говорили, вот такого гбистского склада Путина, брутального такого, он и не дает шанса на то, что действительно он остановится и можно будет как-то его умиротворять. Смотрите, вот мы сейчас с вами разговариваем, кто-то со стороны может сказать, ну что вы там рассуждаете, теоретизируете в теплой студии, там светлой. В Крыму люди смотрят и могут сказать, ну, действительно, ну, все это как бы возможно, но как избавиться от этого страха, от этого постоянного прессинга, от этого произвола? А теперь на минутку давайте забудем о нас в студии и даже о тех людях, кто в Крыму. Вот представьте себе Авдеевку. Представьте себе 20-градусный мороз и 20 тысяч, там, ну, некоторые говорят, 25 тысяч людей одномоментно остались без газа, без электричества, без тепла и без воды. И это не просто какая-то, знаете, техногенная авария. Это целенаправленные удары по этим жизнеобеспечивающим коммуникациям для того, чтобы этих людей оставить. И так одни сутки, вторые. Когда утром начинается, это вчера утром было, когда МЧС вынуждена, ну, звучит красиво, может быть, эвакуировать тяжело больных. Но это все что-то некрасиво, это страшно звучит, это на самом лежачие деле. люди. Да. Это, и к ним заходят, кидают на какие-то носилки, холодные Слушайте, машины. люди могут просто от звука выстрелов инфаркт у них случиться. О чем мы говорим? О том, что в эвакуации тяжелобольных, а вообще в целом речь идет уже о возможной эвакуации всей Авдеевки в случае, если дальше будет развиваться конфликт. Но, к сожалению, наша программа подошла к Я просто подходу к хотел бы концу. закончить тем, и поэтому, когда приближенные к Путину и журналисты, и политики начинают рассуждать, да ладно, там война, да ладно, там пару ударов ядерных, в общем, это безумие надо остановить. И поэтому мир должен пойти на временные финансовые жертвы, чтобы избежать человеческих миллионов жертв. Ну что, надо пожелать просто политикам, и нашим украинским политикам, и мировым политикам немножко больше трезвости и решимости. С нами в эфире был председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. До следующей недели.